Так, вот у нас попросил слово Рафиль Рифгатович Асылгужин, исследователь из Башкортостана. Пожалуйста, Рафиль Рифгатович. Я слышно, да? Да-да. Спасибо за приглашение. Очень интересное мероприятие у нас. У меня такой вопрос. У нас завтра будет мероприятие, конференция «Третье мажитовские чтения», посвященное археологу. И у нас тут активизировались такие моменты, споры нашими казанскими коллегами по поводу мавзолеев, по поводу создания музея кочевой культуры. Вот, Рамиль, ваше отношение к этому, вот к нашим дискуссиям с нашими татарскими коллегами? Ну, вы, наверное, видели, да, у нас есть дискуссии, и много видео, много обвинений в наш адрес, в адрес башкирских ученых, в том, что мы не приглашаем, вернее, приглашенных отказываемся в приглашении на конференцию, и споры по поводу мавзолейных комплексов Западной Башкирии, что якобы мы не имеем права, башкиры, музей кочевой культуры делать в Чешминском районе, по их словам, именно в местах компактного расселения татар, тем более тут не было кочевников и полукочевников. Почему бы нам не делать это там, где в комплексе, допустим, Бендабика в юго-восточной Башкирии? Ну, ваши отношения, ваши комментарии бы хотелось бы услышать от наших нагайских коллег. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Вот, ну, на самом деле вопрос очень интересный, и я думаю, он требует пространного такого, да, ответа. Дело в том, что не секрет, что в сложении башкирского народа участвовали многие ордынские компоненты, и кипчакские, да, непосредственно доордынские, и, собственно, ордынские, да, такие племена, там, как Дуван, Салют, Минг, да, и многие прочие. То есть э, претендовать на ордынское наследие башкиры имеют полное право. Да, там, э, собственно говоря, может быть иначе, если это плоть от плоти, да, современного башкирского народа, во-первых. Во-вторых, что немаловажно здесь, да, отметить, я, насколько знаю, территория, где находится Чешминский мавзолей, это территория, где происходило все-таки кочевание, да, полукочевой быт присутствовал. И там, вот где селище Подымалово, рядом находятся многочисленные деревни башкир племени Мин. Да. То есть как-то так никаких башкир там не было, были одни татары. Я вот с этой тематикой, может быть, и не так давно ознакомился, последние э, года 3-4, наверное, но я заметил, какое сильное сходство. Да? Я знаю ну, с ситуацией, с нашей, да, ситуацией, которая у астраханских нагайцев. У нас так получилось, что в начале 20 века произошла такая татаризация, да, астраханских нагайцев. То же самое, пожалуй, произошло, да, и с башкирами северо-запада Башкортостана, да, то есть многие те, кто помнили свои, да, свою родовую принадлежность, да, и так далее, в силу сходства, да, ну, литературно-то язык отличается, башкирский, от того, да, диалекта, на котором говорят на северо-западе. И похожая ситуация, да, произошла у вас там, у нас, и на самом деле мне непонятно недоумение, почему там пустили или не пустили на конференцию. Дело в том, что вот на моей практике 2 или 3 заявки было отправлено там нагайскими, да, представителями науки в Казани, и не рассмотрели. И в любом информационном письме бывает такая надпись, да, известная, да, там в положении, то, что организаторы конференции оставляют за собой право, да, там рассмотреть или не рассмотреть ту или иную заявку, да. В-третьих, ну, я знаю прекрасно, что уже, да, там в Челябинской области представители науки Татарстана провели какой-то свой, да, научный там форум там или мероприятие, где заочно объявили эти мавзолеи принадлежностью татарского народа и только лишь. Да. Я вот лично нахожусь в недоумении, я не понимаю, почему у нас представители, отдельные представители, не всего, конечно, народа, но отдельные представители братского татарского народа хотят присвоить все золотоордынское наследие, и кыпчакское тоже, исключительно себе. Я этого понять не могу. Вот у меня, например, много вопросов. Дело в том, что и кыпчаки, да, там, и золотоордынские племена, да, участвующие, да, там, участвовали в этногенезе многих, очень многих народов, а не только одних, там, казанских, там, да, или мещарских татар.
То же самое, пожалуй, вот у меня сейчас тема, мне близка эта тема, да, касаемо мавзолеев. Почему? Дело в том, что у нас на территории Астраханской области находится, да, и находилась некогда столица Золотой Орды, город Сарай, Сарай-Бату. И много памятников, связанных, да, с Золотой Ордой. Так вот, а, наши татарские, да, братья, определенная их часть, вернее, да, не вся, она заявляет о том, что вот нам не дают проводить там научные исследования и так. А здесь вот у нас они проводят раскопки в рамках исследования, в рамках поддержания идентичности татарского народа в Астрахани у нас на сакральных объектах для нагайцев. Еще в 19 веке, в 18 веке нагайцы посещали Сарай-Бату, посещали, да, комплекс Давлетхан именно как сакральные места, то есть там собирались, делали маджлисы, да, просили Всевышнего о том, чтобы простить грехи там, предков, да, то есть для нас эти места золотоордынские, они для нашего народа сакральные. А вот именно представители, некоторые братского татарского народа, они присвоили это себе, назвали татарскими, и здесь они, да, производят это. А вот в Башкирии им, извините, не дали. Но я надеюсь, что все-таки ситуация нормализуется, да, и найдутся какие-то, да, более здравые, допустим, э, люди, так скажем, да, которые постараются всю эту, да, печальную ситуацию нормализировать, да, прийти к какому-то компромиссу. Но вот эта ситуация, да, она мне напоминает известную русскую поговорку: ты в чужом глазу соринку увидел, а в своем не видишь бревна. Вот эта ситуация, когда золотоордынское наследие, да, оно пытается его закрепить только за казанскими татарами, только за татарским народом, а да, там, на народы Астраханской области, да, то, что вот это достояние всей Астраханской области, да, не обращает внимания. Это ситуация, конечно, вопиющая. У нас даже представители Совета старейшин нагайского народа писали письмо в Федеральное агентство по делам национальности, чтобы обратили на это внимание, чтобы не было атрибутации этих, да, артефактов, связанных с Золотой Ордой, с Узбек-ханом, да, чисто как татарских. А, к сожалению, да, там, если мы посмотрим СМИ татарстанские, там везде трубят, что вот это вот татарское наследие, там, достояние татарского народа. Вот. Я надеюсь, что все-таки ситуация поменяется. Спасибо большое за вопрос. Рамиль Валитович, вот у нас здесь Юсупов Алтын. Пожалуйста, Юсупов Алтын, можете включить микрофон, камеру тоже можете включить и задать вопрос. Добрый день, друзья. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Это, Да, это это Юсупов Юлдаш, Юлдаш. Юлдаш Я, Мухамматович, да, пожалуйста. да, Алтын — Неожиданно. это имя моего сына, поэтому я уже не стал. Рад приветствовать Виктора Михайловича, нашего докладчика Рамиля Валитовича, всех наших друзей. Мы очень рады. Здравствуйте. Да. Расиля, приветствую. Ну, на самом деле, я здесь даже записывал, много о чем хотел сказать, но я уж не стану здесь говорить. Единственное, упомяну вот последний вопрос Рафиля по поводу вот этого вот некого, ну, и сложно назвать его скандалом, что ли, потому что это уже не в первый раз, и некий такой фарс, да, фарс, в который превратили наши казанские коллеги. Это было еще заметно еще в период предпереписного периода, да, информационной, так сказать, войны. Это было видно после семинара по сибирско-татарскому языку, какой поднялся, точнее, пытались, что ли, поднять шум, что ли, какой-то флер вот этот информационный. И то же самое по мавзолеям. То есть в этот фарс, я и по-другому никак и не могу этого назвать, пытаются превратить наши коллеги всю нашу науку. Здесь вплоть даже до определенных терминов даже можно сказать. Ну, обвиняют, что не пустили на конференцию. Что значит не пустили? Она даже не началась. Как можно туда не пустить? Дружинники там стояли, как будто, вот это мне странно. А не принять заявку на конференцию — это вполне обычная рабочая практика. И меня не пускали на конференцию. Но скандал из-за этого превращать в какой-то там дело на обиды делать, да, там
ноту какую-то выставлять, ну, это совсем уже не по-научному, не по-нашему, как говорится. Я еще раз хочу поздравить всех коллег. Действительно, очень хорошее мероприятие. И рад за вас, рад за Рамиля Ишмухамбетова, рад за организаторов подобного семинара. Спасибо большое.